так далее. У нас есть, извините, легендарные люди. Скажем, президент Ингушетии Зятиков Мурат Магомедович, который сейчас, по-моему, замполпреда Центрального федерального округа. Это человек, который не просто пережил 6 покушений, не просто освободил десятки военнослужащих из плена террористов, наших солдат и офицеров. Это человек, который обеспечил, если я правильно помню, я надеюсь, что я помню правильно, обеспечил проведение референдумов не только в Ингушетии, но и в Чечне о, так сказать, сохранении в составе Российской Федерации. То есть это человек, который пылающую часть Северного Кавказа, ну, в политической части этого процесса привел в Россию. Так что люди у нас есть. И, кстати, другой человек, который похвалил в прошлой передаче, замполпреда Центрального федерального округа Мурат Магомедович Зязиков, он на этой неделе получил орден Александра Невского. Ну, легко и приятно соглашаться с президентом, но вот тут президент действительно прав, потому что Зязиков возвращал русских в Ингушетию сразу после войны. То есть ситуация, когда никто не мог поверить, что люди будут возвращаться туда, в свои дома, а он возвращал, и все было нормально. Строго говоря, благодаря его усилиям в конституционное поле России, прежде всего благодаря его усилиям, вернулась не только Ингушетия, но и Чечне, он очень здорово способствовал. Ну и после него ситуация, к сожалению, как я понимаю, ухудшилась. Ну и сейчас я довольно много езжу в разные области Центрального федерального округа в том числе, и я просто от людей, и от губернаторов, и от бизнеса, и от населения, я слышу достаточно хорошие отзывы, что вот в Центральном федеральном округе сложилась такая система постоянного контакта и с губернаторами, и с властями, и с людьми, которой нет в других регионах. Безусловно, это заслуга в первую очередь полпреда Беглова, но люди выделяют товарища Зязикова достаточно сильно. То есть есть, конечно, и хорошее, понимаете?